Тавхидбанк в Таджикистане обязали носить мусульманский платок. Россия выпускает кадры для ГКНБ Кыргызстана. Туркменистан. Мужчинам старше 40 лет приказано посидеть. Появившийся в таджикском банковском секторе так называемый исламский банк под названием Тавхидбанк утвердил единую форму одежды для своих сотрудниц. Все сотрудницы банка, работающие с клиентами, обязаны носить платки. Мусульманский платок является частью утвержденной единой формы одежды для наших сотрудниц, сообщает радио Азади со ссылкой на пресс-службу Тавхидбанка. Наблюдатель отмечает, что такое решение связано с материальной выгодой, а именно с тем, что в последнее время система исламского банкинга набирает популярность в мусульманских странах, и в этой сфере крутятся большие финансы. По их мнению, сотрудниц Тавхидбанка обязали носить на работе платки лишь для создания внешнего имиджа исламского банка перед инвесторами из богатых мусульманских стран. Этим и объясняется одобрение властями установленного руководством банка дресс-кода для своих сотрудниц. Стоит отметить, что установленная руководством банка единая форма сотрудниц совсем не соответствует требованиям исламского одеяния. Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана объявил о начале приема документов на поступление в специализированные военные учебные заведения Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны России. Соответствующая информация появилась на сайте ГКНБ Кыргызстана. Согласно сообщению, прием документов будет осуществляться с 22 января по 2 марта текущего года. Для жителей Чуйской области собеседования будут проводиться в Бишкеке. География устремлений международных террористических организаций становится все шире. Напомним, что Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, находится под колониальным влиянием России. Ситуацию прокомментировала известный кыргызский журналист Перизат Кыргызбаева. Влиятельные страны мира, как Америка, Британия, Россия, Франция, в свое время Советский Союз стремятся влиять на разные государства различными способами и инструментами, в частности через просвещение и обучение кадровых военных, дипломатов, сотрудников спецслужб, и это событие вписывается в эту практику. Формирование кадров ГКНБ уже длительное время осуществляется учебными заведениями спецслужб России, и выпускники данных заведений получают приоритет в продвижении по карьерной лестнице на ключевые должности. Тем самым мы видим, что Россия стремится и дальше укреплять и наращивать свое влияние в Кыргызстане. И остается риторический вопрос, куда смотрят политики и руководство Кыргызстана. И Россия для нас это надежный, близкий, верный союзник и важный, долгосрочный стратегический партнер. Очередной предел абсурда был достигнут режимом Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане. Так, начиная с 1 февраля сотрудникам госучреждений и предприятий Элипапского вилаята старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. Более того, те, у кого естественный цвет волос с возрастом остался темного цвета, обязаны придать им седой оттенок, сообщает радио Азатлык. Новое негласное правило объясняется резким посидением президента страны, который раньше закрашивал волосы. Как сообщает хроника Туркменистана, жители недовольны данным новшеством, ведь ранее, когда Бердымухамедов красил волосы в черный цвет, от них требовали скрывать седину под краской, а теперь требуют обратного. Напомним, что в начале 2018 года власти потребовали от владельцев автомобилей черного цвета перекрасить свои авто в белый цвет. Причиной такого решения оказалась неприязнь Гурбангулы Бердымухамедова к черному цвету, так как он считает приносящим счастье белый. По мнению президента, жители Туркменистана, ездящие на черных авто, приносят в страну несчастье.